Кто это поет? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 19 декабря 2025 года. Значит, Варшава. Сегодня снова с вами я, Зуртан Халтаров, на авторской передаче «Когито Бурята» на волнах ИМИ радио. Общественно-политическая программа, в общем. То есть у нас сегодня 5 тем. Сегодня мой гость Сергей Власенко, который кому-то звонит, и я не понимаю, зачем. Сергей. Я никому не звоню. Я просто слышу через твой микрофон какие-то звонки, короче. Да, надень, пожалуйста, наушники и это, как его. Давай, вступай в дискуссию. Я тебе ранее выслал, значит, вопросы, которые мы сегодня хотим обсудить. Первый вопрос, это за то, что прошло, надевай наушники, короче, чтобы ты меня слышал нормально. Значит, первое, это нападение на школу, убийство таджикского мальчика русским неонацистом и реакция на это в российском обществе. Ты, наверное, читал. Реакции никакой в российском обществе. Как никакой? Ты что? Это просто вот ужаснейшие комментарии, там тысячи их, десятки тысяч, никто этим не занимается абсолютно. Вот именно, причем это не первое, вот именно связанное по расовому профилированию, да, по национальному признаку. В начале этого года, значит, мы тоже вот обсуждали вопрос, что был убит конкретно, то есть это признают даже СК РФ, так называемый Бастрыкинский, они там прям признают, что мотив преступления национальный. То есть русские, ну это не секрет, что они начали убивать, значит, представителей коренных народов. Ну это всегда было. И в наших регионах это всегда было по национальному признаку убийства. Хотя, конечно, там статистика может говорить об обратном, но вот эти самые резонансные, часто это так происходило. Например, было нападение на таксистов в Улан-Удэ еще в середине 2000-х годов, и были убиты только буряты. Ну и там погиб какой-то мужичонка, который подрабатывал таксистом, его, значит, эти семисюхи зарезали, убили, ну им дали там, кому-то главному, там, может, лет 10-15 дали, они уже давно освободились с зоны, еще до того, как, значит, известные события начались в Украине, вторжение и так далее. То есть они уже на тот момент откинулись с зон. Понимаешь? То есть, и вот эта масса, она, ну, готовится нас убивать, понимаешь? Накапливают оружие. Это мы тоже фиксируем, короче, через, так скажем, слив информации из вот этих вот линейных отделов, короче, где там буряты работают. То есть, они же фиксируют, сколько вонюшек там закупают стволы там и все прочее. То есть, в этом отношении они готовятся к тому, что буряты могут потребовать своей независимости и суверенитета, а буряты к этому не готовятся абсолютно. И вот, как мы видим, это национально ориентированное, религиозно ориентированное нападение было. Он искал конкретно там таджиков, узбеков, представителей Центральной Азии. И русским обществом это абсолютно не порицается. Я тогда помню, когда бурятских студентов начали убивать в Москве, там начались нападения сначала, а потом убийства. Мы до сих пор мемориал им не создали. Вот эти вот все активистки, вот эти вот вонючки, типа Вьюшковой, там, Молодаевой и так далее. Они же даже просто интернет-мемориал не создали, убитые русскими неонацистами. Националистами. Это нацисты, там эти правые, так называемые правые движ, там они там Гитлера славят и все прочее. То есть их убийства начались еще с 90-х годов. И самое главное, что с середины 90-х годов. И там какие-то резонансные преступления. А кто сейчас помнит имена этих людей, которых вот убили по национальному признаку, понимаешь? Ну, они оказались не в том месте, не в то время, как говорится. И до сих пор мемориала нет, и вот эти вот всякие, значит, публикации, которые раньше были, они все удалены. Принудили их удалить просто. И часто раньше вот эти неонацисты, они что занимались? Они под бытовуху все это. То есть, когда их допрашивали, они говорят, да не понравились, шел там, толкнул меня плечом, там, 5-10. То есть их специально обучали, чтобы маскировать эти убийства под бытовуху. Ну, потому что за бытовые преступления мало дают. Ну, такой российский суд, короче.
Самый гуманный русский суд. Да нет сейчас суда никакого российского. И я вот, ну, спрашиваю, там, богатая, огромная таджикская диаспора, богатая узбекская, что они не могут у коммюнике выступить, сказать, что давайте мы будем создавать свои отряды самообороны, заниматься воспитанием, ну, то есть они же там все пропутинские и так далее, заниматься воспитанием молодежи, короче, вот этих вонюшек брать просто-напросто, и из них вот эту всю чушь, которую им там всякие русские общины и так далее внедряют, ну, переучивать фактически, делать из них янычар. Ну, что так и должно быть фактически. То есть, надо и узбекам, и таджикам, и казахам, туркменам в меньшей степени. Потому что их, ну, тоже, конечно, большая диаспора в России, но тем не менее. Нужно продвигать Золотую Орду номер 2. 2.0. Потому что я вот так заикаюсь на эту тему, короче. Ну, это как-то пассивненько, как-то не хотят Русью править. Снова, по новой. Потому что ты хочешь сделать... Подожди, говори, пожалуйста, в микрофон, я тебя вообще не слышу. Ты хочешь сделать Орду 2.0, ты меня извини, но получается разнонациональная Орда. Таджики, узбеки, не, буряты казахи. готовы предоставить ханов. У нас один хан-дурак сидит в этом. Сейчас недавно в Литве был, а он себя ханом провозгласил в Финляндии. Таджики, узбеки, казахи, немножко туркмены, но это все по-любому. Хоть они одна национальная, так ага, сказать, я понял, религиозная, одно вероисповедание, но они разные народы. И их объединить и сделать Орду 02. Надень наушник, пожалуйста. Сделать Орду 02 не получится. Наушники надень. Да, я не могу наушников. Или сними их, чтобы они не мешали. Понимаешь, не получится сделать с разных национальностей. Тут надо немножко как-то по-другому делать. Сделать Орду, например, вот, типа ее сделать. Ну, короче, нужны монголы снова, да, в этом отношении панмонгольские вот эти тематики опять начинают вылезать, но я не сторонник на эту тему рассуждать, я отдельно потом сделаю видео, вообще даже статью напишу, критика панмонголизма, короче, современного, потому что, в общем-то, это, ну, как бы, она должна остаться в истории, вот этот панмонголизм, там, 5-10, потому что, ну, я не вижу вообще, в принципе, каких-то устремлений, каких-то работ на эту тему со стороны, собственно, монголов, халхов, там, различных других племен монгольских и так далее. Они на эту тему, ну, потому что, понимаешь, этот проект, он был русский изначально. Вот я просто хочу это сказать. Был он как бы внедрен, инкапсулирован, значит, там над этим работали в рамках большой игры, так называемой. Им хотелось оттяпать, значит, у больного Азии, значит, Цинской империи, там, Тибет, Синьцзян, Монголию, значит, внутреннюю Монголию, отнять Маньчжурию, построить так называемую Желтороссию, там, и так далее. То есть, там куча было таких имперских проектов, в которых хотели имплементировать бурят. Понимаешь, но и этот проект был сначала запущен в виде вот такой предварительной подготовки, так скажем, там имплементировали даже, знаешь, всякие эпосы, там 5-10, что близость, вот эти русские ученые писали, значит, мы выявили там фольклор, там 5-10, что оказывается один герой у всех ГСР, значит, у этих, у тех, у тибетцев, там 5-10, понимаешь. И сейчас нашим современным бурятским ученым предстоит вот это совсем разобраться. Ну, просто, понимаешь, столько объема материала наготовлено, что проще подвякивать этому материалу, нежели чем критически отнестись и вообще, в принципе, ну, исследовать под этой точки зрения. Ладно. В общем, какой ты диагноз ставишь этому русскому сейчас обществу? Вот мы до этого с тобой говорили, ты там сегодня слушал там выступление военного преступника Путина. Сейчас какое-то выступление, я не знаю, я не слежу за русской повесткой настолько сильно, как ты следишь. Но мы на следующей неделе, наверное, уже будем этот вопрос обсуждать. У него сегодня выступление какое-то, да, у этого? Да, у Путина было сегодня, да, обращение к журналистам. Там был, их много там было, человек, наверное, 100. Вот, и он рассказывал, как Россия развивается, как она впереди планеты всей, что у нее там ВВП 1%. Вообще, он нес такую ересь, что
Такой бред. Ну, кстати, поздравим Польшу. Польша нынче, вот буквально вчера или позавчера преодолела ВВП 1 триллион евро или долларов и вошла в двадцатку ведущих экономик мира. Типа как фонд благосостояния. Не, ВВП, то есть валовый внутренний продукт, он составляет был у них триллион долларов. 3 месяца или 4 месяца назад там были, значит, метрики определенные, что Польша по ВВП впитала Болгарию, Румынию, Украину, Беларусь и 3 прибалтийских страны, еще какую-то страну. То бишь, фактически, ну там я слушал одно выступление, что она вернулась в эти егелонские времена, когда была мощнейшая экономика, значит, средневековья, значит, торговала со всеми странами и, собственно, включала часть этих территорий, да, в свою, там, в качестве Речи Посполитой. Но это шутка, конечно, потому что сейчас, ну, просто виден этот потенциал. Я был 9 я был в мае или там в июне, значит, видел эти новые техники, значит, леопарды новые, значит, корейские танки К1, К2. Здесь, в Польше? Ну да, то есть парад был определенный. То есть видно, что техника вся современная, это все не вот, то есть вот они практически отказались от той техники, которая была там, ну, конструирована в советское время, значит, да, вот эти компоновки и все прочее. Ну, то есть видно, что есть чем защищать, значит, Польшу, например, и в случае там горячих голов, там, значит, пару голов горячих точно срубить, всяких вот этих диктаторов, ближайшего диктатора, которого называют Бульбой, короче, ну, и у того, который в Кремле сидит. И вот сегодня, сейчас как раз я тебя зарегистрировал, там еще нескольких людей, к сожалению, на первую часть не попадаем, выступление, там выступает, значит, Катажина Зыск, она представитель какого-то think tank, значит, фабрики мыслей из Норвегии. И вот как раз ее доклад здесь недалеко проходит по поводу ядерного шантажа. То есть как вот этот интересно будет пойти. Ну, то есть я думаю, что мы сейчас закончим буквально там за 20-25 минут. Такой у нас короткий нынче эфир будет. И пойдем туда и постараемся, так скажем, попасть на выступление, послушать. Ну, значит, первый вопрос мы обсудили. То есть ты считаешь, русское общество больное, его надо лечить, да? Оно не просто больное. Оно умирающее. Да, оно умирающее, причем, я думаю, скоро умирающее. Скоро умрущее, в конце концов. Потому что то, что я послушал сегодня, то, что там этот народ... Ну, это все взаимосвязано. То есть это все говорил, Путин, обращался к Путину. все эти нацисты типа Бастрыкина и так далее, которые там мигрантофобию устраивали и так далее. Это они виноваты в том, что вот эти... Ну, не совсем здоровые, там, значит, с расстройством аутического спектра, еще различные, да, там устраивают вот эти массовые нападения, короче, на детей. Ну, это же понятно. Так, второй вопрос. Сразу поздравляем СБУ. Ну, там 2 конкурирующие конторы, значит, в Украине. И вот СБУ, значит, отправила варшавянку на дно. Ну да. Значит, украинский подводный дрон уничтожил российскую подлодку. Вот так она из воды торчит. Ну, видимо, воду откачивают, нет, там пытаются поднять. Оно затопило там отсеки задние, где грибной винт. Залило там 2 отсека, и они залились водой, и она вот так стоит. Но это, видимо, уже, я думаю, навсегда. Потому что ты ее не выгонишь оттуда, не вывезешь. Если ее сейчас в море вывести на ремонт гнать, ее просто добьют. И все. Ну, в общем, я на самом деле еще давно писал про то, что уничтожение Черноморского флота — это задача именно первостепеннейшая, я считаю, что Украины, потому что иначе тогда у Ванюшек в Кремле вот эти имперские амбиции, знаешь, там Севастополь, порт, там Крым, это значит, там вот эти всякие вот эти нарративы, которые они столетиями там нарабатывали, короче, да, то есть они вместе с исчезновением Черноморского флота, они исчезают. А Черноморский флот, он для чего нужен был? Давить на Турцию.
А Турция и сама-то, в Ну, он не общем-то, только она давит может на Турцию, он давит на чихнуть. весь Черноморский регион, на Она болгаров. может чихнуть просто-напросто, Турция да. сейчас. И никакого там Черноморского флота не Не будет будет. вообще Да его и нет. совсем. Я единственное думал, что они вот эту варшавянку, значит, угробили. Я думал, что они сделают, варшавянка взорвется, и они пошлют стаю этих дронов, там же вокруг нее корабли, и закидают их гранатами. Чтобы, не обязательно, чтобы они утонули, но чтобы их тоже повредить, чтобы русские почувствовали, что, ё-моё, это вообще... Вот зря они этого не сделали. Тем более там никакой ПВО нет. Нет. Вот, кстати, в связи с этим там слушал какой-то тоже там неделю или назад там спрашивал, а что, говорит, с этим, с мобильной сетью? У нас все там кассы работают через это там, ну, в Бурятии, короче. И там тоже начались перебои с этими, значит, сотовыми связями, с интернетом. То есть, типа, Wi-Fi-то он проводной, интернет вроде как худо-бедно еще существует в Бурятии. Тоже. Да, но а мобильные от слова совсем. То есть, и вот этот Цыгенов без задней мысли говорит, ну, помните, там нападение было, значит, на аэродром, значит, в Иркутской области, когда там эти были поражены стратегические бомбардировщики, так называемые, ну, которые ведро с гвоздями. И вроде вот эти дроны, они были на русских симках. Я говорю, так эти русские симки, они по всему миру продаются, зайди в любой магазин, короче, пиши, русская симка, вот тебе, пожалуйста, активное, все рабочее, там, проплаченный интернет высокоскоростной и так далее. Ну, это как бы повод для того, чтобы на самом деле ограничить людей в интернете. То есть они не могут на самом деле, видимо, окончательно там заблокировать, люди VPN используют и так далее. И вот они решили, что давайте как мы притушим и одновременно ударили по самому вот этому мелкому и среднему бизнесу, который, ну, не может себе прокинуть там в какую-нибудь деревню, значит, это, а биллинговые все процессы сейчас все по карточкам платят. Рашка — это же одна из таких стран, у которых там чуть ли не 95% всех операций проходят именно по карточкам, а не наличкой. Ну, например, в Германии, там, в Японии наличку любят страшно. Нет, в Германии, да. Немцы любят наличные. Да, и там даже карточки. В некоторых местах даже невозможно карточкой оплатить дебетовые. Кредитка нужна, как в США. Ну, ладно, вопрос не в этом. Ну, в общем, ситуация такая, что поздравляем СБУ, ВСУ и все, значит, причастные органы к тому, что вот это произошло. Я думаю, что это не первая и не последняя акция, значит. Дай бог. Поэтому есть определенные объекты. Ну, я такой думаю, тоже там сейчас, наверное, там Бабу-Ягу пустят на приборостроительный завод в Улан-Удэ, а посмотрел номенклатуру, какую они производят. Да, это вообще туфтятина. Это там с 20-х, 30-х годов, короче. Это да, нет смысла ее. Ну, там они, конечно, там как производят составные там части, там чего-то там для военки. А это, ну, 20-е, 30-е всякие сервоприводы, что-то в этом роде. То есть не туда надо бить, надо бить и другие места. Ладно, третий вопрос. Вот батька выпустил белорусов, причем выпустил очень странно политических заключенных, то есть их должны были в Литву пустить, но в Литву попало только несколько активистов, там штук 7-8, да, в том числе Олесь Беляцкий, насколько я помню, а все остальные, Бабарика, Колесникова там и так далее, их выдали в Украину, передали. Да. Ну и там Бабарика, конечно, проявил себя у Золкина, значит, на интервью. Ну, Золкин там максимально сервильно там вопросы задавал. Крым чей, там, типа, кто агрессор, там, и так далее. Ну, как ты на этот счет думаешь? Что из себя этот Бабарика-то вообще представляет? Видишь, я извини, но я его не слышал, что он говорил. Ну, он такой обтекаемо все, юридически, да там это, направо. Он конкретно не сказал, что Крым — это Украина? Да, не сказал. Нет, тогда я к нему отношусь никак. Но он мотивировал это тем, что он там смотрел новости на зоне, значит, белорусские, а и там русские. типа, ну да, по-видимому, и, соответственно, значит, у него мнение вот на основании этих новостей там сложилось. И, типа он так сходу не готов сказать, короче. Подожди. Хотя Крым-то, извини меня, в 2014 году. 13-й год Крым, кстати. Понимаете? То есть он уже должен был выработать. Уже до 20-го и поэтому, года не, у меня к нему тогда отношение вот, конкретно. Ну, он же консерва был фактически. Да, то есть это был акционер Газпрома, говорят. Да, это был там банкир какой-то. Не какой-то, а банкир. Он был их не главный банк белорусский. Ну. Поэтому он никакое у меня отношение к нему. Он отрицательный герой.
Ну и вот, и когда Бабарику-то посадили, короче, он же как это, вот эти вот у Навальной, там, у этих Free Russia Foundation, у этой Наташки Арно и так далее, они же продают вот этих вот всех там оппозиционеров и так далее, что это вроде вот мирный протест, там, 5-10, грантики, это вот грантоедство, сейчас, ну, вот этот скандал, который обнажил, так скажем, вот определенные противоречия, как будто бы. А я, откровенно говоря, почитал вот эту декларацию, которую ПАСЕ предлагает, и там написано, что люди должны быть очень высокоморальных качеств, короче. И вот сейчас этот конфликт могут как использовать, что видите, Каспаров-то провокатор, там начал провоцировать нашего высокоморального, значит, сидельца Карамурзу, короче, понимаешь? Да он его не провоцировал, он просто назвал вещи, так сказать, своими именами. Да. Ну, и вот, ну, это самое смешное, то есть это какая-то, ну, вообще антиюридическая мотивация, как там, по моральному, а кто там будет проверять, как бы, да? Ну, да. Вот на какие моральные это. И поэтому я вот сейчас смотрю, ну, такая атака на представителей коренных малочисленных народов, такая вялая. Ну, она сейчас вялая стала, короче, но шла с конкретной целью и задачей дискредитировать вот представителей коренных малочисленных народов, которые я с тобой согласен работали, в этом, но понимаешь? Просто... В чьих интересах это все? Да, и сейчас еще просто ситуация в России, видишь, осложняется. И осложняется практически заметно. Даже эти Z-блогеры, все они даже видят, что что-то грядет. Ну что, Вову пора паковать. Да, и поэтому она немножко сейчас стихла в отношении малочисленных народов. Им не до них сейчас просто. Им надо сейчас как-то сделать, чтобы, когда я сегодня Путина слушал, он тоже там лапшу вешал, что, ой, надо быть сплоченным, надо бороться, надо вот мы должны победить. Он тоже, толком он ничего не сказал, послушаешь, придешь домой. Ничего вообще, а что говорит? Да, даже слушать не буду, я просто дождусь, пока какой-нибудь из, значит, журналистов там выжимку сделает. Или экономисты нормальные. Да, тот же Липсиц, и все они скажут все, что он там нагородил. Да, грамотные люди все это объяснят. И поэтому мы будем... Увидим, да. Ну, в итоге, что ты думаешь насчет белорусов? То есть, это выкуп просто был? То есть, американцы выкупили этих белорусов? Или это, значит, Лукашенко проявил там какие-то принципы гуманизма? Там, здесь никаких принципов гуманизма. Трамп ему сказал, отпусти, а я сниму с тебя санкции. Но, опять же, видишь, здесь Трамп сделал не очень хорошо. Он санкции снял с Белавия. Теперь... запчасти авиационные, согласен, поплывут в Россию. У них сейчас авиация вообще нагнулась и стоит раком. А теперь она немножко будет выравниваться. Я думаю, будет так. Вот. И он еще какие-то там санкции отменил сейчас. И поэтому... Ну, я вообще, в принципе, думаю и склонялся давным-давно, что вот эти массовые события, да, 2020 года, это на самом деле... такое, как бы сказать, это никем не организованное движение. Просто народ возмутился и вышел на площадь. Лукашенко? Да, потому так что... и так было, ну, я общался с белорусами, и они говорят, ну, нарисовал бы, например, Лука, там 69%, 59%. И все бы тихо прошло. И все бы тихо, и никто бы не выпался. А когда он там нарисовал такие цифры, да, и 80%, ты сидишь среди вот людей, там, видимо, люди-то, как по советской традиции, потом после выборов решили собраться семьями, там, что-нибудь выпить, там, от 5-10, и никто не голосовал за него. И это вызвало такой, ну, диссонанс, короче. И этим, конечно, воспользовались в том числе там вот эти Рогов-то этот. Да. Как он же туда вдруг заехал, что-то там координировал, короче. И по слухам там одному, значит, представителю там ультраправых, значит, белорусов, какие-то генералы с Москвы обещали поддержку, если он путч сделает против, типа, Лукашенко, короче. Я думаю, что, конечно, Лукашенко в этом отношении, он там, он же как, ну, микродиктатор такой, да, то есть... Да, не микродиктатор. Все смеются. Самый нормальный диктатор. Я имею в виду, что влияние у него 0, но он там внутри себя держит, короче. Да. То есть, и, конечно, когда к нему к Москве кто-то, он кого-то может на 3 буквы, откровенно говоря, послать, и им так не удается с Кремля дирижировать, как им бы хотелось, короче. И вот они хотели, видимо, поставить очень
такую лояльную фигуру, которая бы просто, ну, как бы от кремлевской сиськи бы не отказывалась, да. Короче. И вот это Бабарика, вот этот пример был, его посадили по той простой причине, что он начал играть за кремлевскую команду. И это видно даже вот по этим высказываниям, то есть за 5 лет абсолютно не эволюционировал. И там в эту же команду Тихановский, Колесникова уже откуда пришла? Она пришла из команды Бабарика, оказывается. Подожди, разве из Бабарика? Да, так, она была вместе с Тихановским. Ну да, она потом. Бабарика. И они вот, значит, Тихановский вот сделали президента и так далее. Ну, я вот сейчас говорю, спрашиваю белорусов, ну что там, как там? Вот сейчас вы рады, что освободили? Она говорит, ну сейчас начнется, ты сейчас вот увидишь там. И там уже штаб реагирует, потому что там же много различных движений. Там вышли там христианская партия какая-то там. Притуши звук. И это, ну, соответственно, сейчас тут это бурление определенное начнется, потому что, ну, опять же, конкуренция пойдет определенная, там сливы начнутся, там, значит, стукачей снова начнут выявлять там в этих, как его. Единственное, я думаю, что Колесникова, она будет радикальнее, чем Бабарика. Я думаю, вот почему-то в отношении нее у меня такое. Ну, я там прочитал такой комментарий, ой, как мне жалко сестру Колесниковой. Почему? Ну, там такой же вопрос был, почему она скажет, ну, теперь сама Колесникова будет ездить на различные эти премии, там, какие-то выступления и так далее. То есть сестру теперь приглашать вместо нее не будут. Ну ладно, это так. Ладно, это так, шутка, конечно, но в принципе рад тому, что политические заключенные вышли. И, конечно, политические заключенные в Беларуси абсолютно страдают. Ну, потому что они борются против этого достаточно давно. Потому что все-таки Лукашенко, там, сколько уже там, 30. Примазанный, больше 30 лет сидит. И пора бы его действительно скидывать. Но вот этот мирный протест, который все правозащитные всякие организации, там даже Free Russia Foundation, там с этой Арношкой, они двигают, он сейчас уже не работает, сейчас же это очевидно. И всем стало очевидно, что такие режимы должны падать в результате проигрыша в войне, интервенции и массового вооруженного бунта. Фактически. Просто вот нет, так скажем, дел предводителей. Я вот пост недавно опубликовал, а где вот эти всякие Каракозовы, значит, эти, значит, всякие бомбисты и так далее. Не, я говорю, вот где вот этот дух-то революционный, народовольцы эти все, понимаешь? Куда они пропали-то? А вот удобно, то есть выдумали таких правозащитников, мирный протест, 5-10, вот они туда туннелизируются, уходят. А там гранты хорошие, понимаешь, лишь бы не бунтовали, лишь бы там не готовили в аптеках, значит, всякие там взрывчатые вещества, не кидали, там не стреляли в генерал-губернатора, вот, Засуличи, вот эти, где они? Понимаешь, а вот была вот эта, значит, девочка Трепова. Ну, она, может быть, и не причастная, но вот они обеспокоились о том, что вот сейчас Трепова пойдут. Да. И они эту науку вытянули. Если посмотреть, эту науку, она вот так немножко похожа на Трепову. Ну, и то есть вот такой типа посыл. Вы лучше песенки поете, короче, да, а вас потом вот эта гнилая русская позиция под плечо возьмет, там визу в Шенген сделают, там 5-10, там на грантике сядете, там на велфер, на бюргергельд какой-нибудь, и будете сидеть себе спокойно там о всяких этих чувствах там разговаривать, о всяких там этих половых девиациях, половых дисморфизмов, там всего прочего, вот это дисфории всякой различные и так далее. Ну, то есть, понимаешь, да, логика такая, что лишь бы не это, как его. А то как грабил генерал-губернатор столько времени. Да, у Путина, короче, а тут бах, какая-то девка его там с револьвера валит, короче, за то, что он просто такая мразь, короче, сторонник путинского режима. Они же этого боятся. Потому что опять возникнут вот эти люди, которые будут народовольцами. Я все жду, когда вот среди русской оппозиции, не будет. И этого даже нет среди вот этих радикалов, которые там, они же не призывают ничего, не пишут эти статьи, не пишут там, тайное сообщество не создают, 5-10, короче, понимаешь? Там сейчас какой-то смешной марксистский кружок там это. Вчера я там разговаривал с одной поэтессой,
Она говорит, ой, там тоже вот поэтов садят, там сайты закрыли. Так это же все советского времени, они же контролируют все эти кружки писательские и все прочее. Да Там всё это агент на агенте, всё это. понимаешь, сидят там друг друга подначивают, короче. Потом один агент садится, другой, значит, дальше там по какой-то линеечке идет там и так далее. Из этого агента там стряпают, что он политический какой-то, понимаешь, там, Да. стихи там он пишет, типа, за русский мир. Я вот и говорю, что у бурятского движения, на самом деле, задача гораздо сложнее. Я всегда об этом говорил, что мы должны с русским миром бороться, а не только с одним лишь Путиным, короче. Нет, и, конечно, я там во всех этих... Я радикал, там какой-то, там еще там каким-то страшным вещам. Ну, то есть, это просто у людей психоз, и они какие-то отдельно вырванные фразы, там шутки какие-то и так далее воспринимают как буквально. Ну, то есть, я считаю, что это аутизм, чистый диагноз. Так, и вот аутисты, они вот этих тонкостей как бы не секут, короче, и поэтому какие-то такие вещи, о которых я или в шутку говорю, или там с некоторой иронией, они вот этого не допедривают, короче. И таких очень много. И моя задача как раз показать, что наше вот это бурятское национальное движение, так называемое, вот эти все вот эти, весь спектр там от крайне левых до крайне правых, там этих всех безумных панмонголистов и так далее, они все вот так или иначе у них что-то там с башкой. Потому что основная задача у бурят какая? Стать богатыми, приобрести финансовое влияние определенное. Вот сейчас вот мы вчера разговаривали на это счет. А я говорю, ну как, уже 4 года война идет, уже почти 5 лет. Да? В Украине. Больше 10 тысяч в США приехало бурят. А где лоббистские группы? Где вертикаль власти там, диаспоральная в Бурятии? Нету, да, ничего. Где там создание, например, буддийских центров, короче, ну там большая часть, они как-то бегут-то там из-за преследования, из-за расизма, там еще прочее. Все политические. Понимаешь? И в итоге оказывается, что сейчас такой страх, что вот американцы расово профилируют, 5-10, ну вот эта левачизна началась. А я говорю, так а почему вы ничего не создаете-то? Ну, создали комитет независимости Бурятии, который фактически ничем не занимался. Ни прокламации там, никаких движух от него, значит, ни поздравлений ВСУ, СБУ и все прочее, ничего нету. И у меня смутные сомнения, может быть, этот центр использовался для того, чтобы нелегальную миграцию в США осуществлять, там, нелегальные фиктивные кейсы делать каким-то активистам. Да, и вот вопросы тогда у ФБР должны возникнуть. А не двигают ли, не сделан ли этот комитет независимости, исходя из путинских гибридных нарративов, вопрос. Понимаешь? Сделали его изначально, чтобы бороться за независимость. Что, опубликовали что-нибудь, коммюнике какой-нибудь выложили, доклады какие-нибудь. Адвокацию, так называемую. Что-то есть? Да нету ничего. Ладно, оставим аутистов в покое. Сейчас другая тема. Трамп и Венесуэла. Это хорошо. Значит, новая конфигурация давления или политический спектакль? Что ты думаешь? Я думаю, что здесь жахнет. Новая конфигурация давления с тем, чтобы полностью забрать у Венесуэлы. А нет вот такого, там лет 5 назад, еще когда живой Жирик, он сказал, что вот там с Трампом договоримся, Трампу отдадим Венесуэлу Кубу, типа он там порядок наведет, а мы Украину заберем, вот так Жирик говорил. Ну, Жирик это не от себя говорил, я про Жирика читал недавно, Жирик был, слышал, такие были мартинисты, что ли, организация была мартинистов еще создана в 19 веке, и вот в России она была создана в 92 году, отделение было создано, и Жирик там был, можно сказать, верховным главнокомандующим. И все, что так объявлено, что... Какие-то, по-моему, эти теории там заговора. И все, что он выступал, вот, остроумно и красноречиво, это все он выступал не от себя, это он говорил чужие практически, данные для него слова. Поэтому я не знаю про Жирика. А что касается Трампа, Трамп официально же объявил, что мы заберем у Венесуэлы все наши фабрики, заводы, нефть и газ. И он это сделает, потому что ведь там все, что добывались, нефть и газ в Венесуэле, все, там же все, Shell, Chevron. Но там была какая-то договоренность, я так понял, что Мадуро, то, что вот при Чавесе там национализировали, он, по-моему, там Shell или... Ну, Shell-то это же
по-моему, британская компания, они вроде как вернули Shell. Нет. Но там же, видишь, ситуация такая, что я вот на своей странице в Фейсбуке, подписывайтесь, facebook.com/Zurtan. И, значит, там я написал о том, что вышло, значит, решение администрации Трампа, Белого дома, о том, что фентанил, это наркотик, он приравнивается к оружию массового уничтожения, потому что, оказывается, в США массовая вот эта фентанильная. Не, он сказал, там десятки тысяч американцев на 90% умирают. они снизили поставки. И поставки, они осуществлялись, и вот Мачадо, например, значит, оппозиционерка, которую сейчас голливудским методом, значит, выкрали фактически, привезли на Кюрасау, с Кюрасау самолетом частным привезли в Норвегию, чтобы она там Нобелевскую премию получила. Она открытым текстом сказала, что режим он создал, значит, систему слежки, систему подавления, значит, специальных структур за инакомыслящими. Плотное взаимодействие, значит, с наркокартелями. Венесуэла стала прибежищем для всех преступников со всей Латинской Америки. Они там себя чувствуют взаимодействие с режимом Мадуро очень неплохо. Женщин там принуждают к проституции. Там вообще, ну, то есть серьезные условия. При том, что на последних выборах фактически Мадуро проиграл. Там выборы-то при этом... нет, там выборы при этом проводятся, ты понимаешь, электоральные, вот о чем мечтает всякие Навальные там, и так далее, что народ приходит и голосует против Мадуро. Но за счет административного ресурса ему удается в этой власти держаться, короче. То есть, даже если выборы проводить так же, как хотя бы даже как производят их в Венесуэле, оппозиция русская, вот это, вонючки эти все, они не выигрывают никогда. Я с тобой согласен. Потому что административный, у кого административный ресурс, тот и выигрывает. Тот и выигрывает фактически. Потому что народишко бедный, униженный, оскорбленный, забитый. И он будет голосовать так, лишь бы у него была пайка. Это еще с советских времен, это еще Ленин со Сталином понимали, что самое главное даже не деньги, не золото, не серебро, главное, чтобы пайка была. А войска с пирожками, бутылка водки. Вот логика. Ладно, так 37 минут. Сказать, Мадуро же сказал вчера, что когда Трамп объявил, что мы заберем все, это все наше, американское. Он сказал, что это называется грабеж, воровство и все прочее, и Венесуэла не позволит этого. И поэтому, я думаю, Трамп просто начнет. Самолеты просто тупо будут летать над Венесуэлой. Эти F-16, Б-2 бомбардировщики, и на этом... Ну, меня что порадовало вчера, значит, Трамп похвалился, что каждому солдату, значит, за счет вот этих поднятых тарифов, короче, 1 450 000 солдат армии США, то есть все войска, получит 1776 долларов чек. Ну, это нормально. Это почти, ну, сколько это, 200 000 рубликов, да, деревянных, короче. То есть это 1700, они... 76, это ну, это рублей, да. 776 долларов, это год просто, когда Соединенные Штаты объявили, значит, о своей независимости. Ну, логика понятная, да, то есть это такой пряничек перед тем, что, ну, я думаю, что там в Венесуэлу просто, ну, там войск нет, короче, там просто, когда американцы там ударят по всяким этим зениткам там и так далее, они там все разбегутся, а этого за Мадуро 50 миллионов долларов, и Мадуро там привязанного, связанного, короче, тепленького принесут те же его охранники, так что ничего удивительного не будет. Ну, именно так нужно, значит, возвращать людей к демократии, я так считаю. Дальше, значит, 5-й пункт нашего, значит, сегодняшнего эфира — это Бурятия. Внезапно в Бурятии возник дефицит топлива как следствие войны и колониальной экономики. Да, об этом я позавчера слышал. Да, и вот, в общем, я, насколько помню, вот, поскольку я там таксистом работал, короче, там есть несколько групп, значит, Альянс заправки, БРК, там, бурятская, там какая-то топливная компания, или как она там называется, и Роснефть. Ну, как обычно. Основные, да. Ну, Роснефть, она, по-моему, возила в основном топливо из Ангарска, там нефтеперерабатывающий огромный завод, который, кстати, вот в систему ЮКОС входил. А вот эти авторазаправки из Альянса, они работают
на каком-то, ну, химический крекинг, короче, новые заводы выстроены в Хабаровске. Я, правда, не знаю, на какой нефти они работают. На Сахалинской. Как ее туда доставляют. Вполне возможно, что да, обратный реверс там или еще что-то в этом роде. Если там труба наводит. Либо возят это железкой просто цистерны там перерабатывает. И вот не помню, вот это БРК на ком работала, но цены на Альянсе чуть побольше были, ну и топливо мне казалось, что получше. Хотя, в принципе, разницы никакой нет, одно и то же там. Значит, тот же 76-й тупо, короче, то есть еще до сих пор не имеют, который просто там... Да ты что? Ну да, ферроценами засыпанный, короче, там октановое число искусственно поднимает, и за счет этого, там, ну, условно говоря, приготавливают 92-й бензин, короче. То же самое, как 95-й, как делают туда, фигачат там каких-то, значит, эфиров, по-моему, серный эфир добавляет, и у него, значит, увеличивается это октановое число, ну, заметно лучше, конечно, на 95-м ездить, но сейчас цены, откровенно говоря, я не слежу, потому что надобности определенной нет, но не думаю, что там уж сильно такие перебои, я думаю, что, конечно, страдают те, которые вот таксисты всякие, там, водилы, там, собственных вот этих транспортных перевозчиков и так далее, но многие, во-первых, имеют запасы, если они грамотные. А во-вторых, например, если они на дизеле, то всегда закупалось топливо из-под полы у этих вояк. На девиски закупались, там, в 11-й ДШБ и так далее. Это известная была тема, там, в полцены или там 2/3 цены, короче, продавали это топливо. Так что ничего удивительного нет. Там, ну, те, кто примазан так ближе к этому, они имеют. Ну, будет как в совке, по талонам. Нет, так уже такая система. Или примазанные к власти, короче, да. Там, значит, специальные заправки будут, куда будут люди заезжать, там, значит, заправляться там. Ну, то есть, людишкам-то не впервой. То есть, одного даже поколения не прошло, когда снова вернулся дефицит. Да, ровно как раз поколение. Я помню такого активиста, короче, он там, ну, что-то хотел, видимо, задружить со мной, или что ли, короче, или там, Гобняева послала на ответственное задание, там, он меня все там это спрашивал, ну, однажды попросил подвезти, там, у него, типа, жена родила, там, ну, я то ли с роддома забирал, то ли там с ЗАГСа, короче, ну, я такой говорю, ну, что, говорю, еще один раб путинского режима, короче, а они там все, ну, перепугались, короче, я говорю, надо за свое, за это государство, это как раз год 14 или 15 был, и он такой, а вот что ты думаешь по Крыму? Я говорю, ну, конечно, это нарушение всех договоренностей, во-первых, с Украиной, а во-вторых, я говорю, как вот отнять у братского народа, значит, да, это же ужасно. Ну, там анекдот рассказал по поводу того, что как вот спорят украинец и русские, давай там, ну, разделим что-то по-братски, русские говорят, а украинец говорит, давай разделим поровну. Понимаешь, хороший анекдот. А он говорит, ты знаешь, да я на одной картошке готов сидеть, чтобы там, значит, вот, лишь бы там типа Россиюшка там победила, там еще там что-то. Я на него так гляжу, я говорю, а ты понимаешь, за чей счет это все будет? Да. Я говорю, ты помнишь, вот как наши предки голодали? Мы каждый день мясо ели, короче. Любой бурят, даже самый нищий, убогий, больной, немощный, короче, он ел мясо ежедневно и пил суп-бульон. Класс. Так было. А потом пришли большевики, коммуняки, вот эти люмпины-комбедовцы, и все, и это мясо потекло в другие, так скажем, места. И ты что хочешь, чтобы твой ребенок тоже, говорю, сидел на картошке на одной, что ли? Ну, и на бульоне из картошки. Ну, вот понимаешь, ну, то есть, это одно дело, вот это вот такая пропаганда глупая, а когда вот сейчас вот людишки в таких ситуациях окажутся, ну, они-то, как, понимаешь, это же все слова, они-то понимают, что он будет выслуживаться, он будет шестерить, бегать там и так далее. Понимаешь? При этой власти там лебезить и так далее, ему паёк, ну, пожирнее будут давать. Ну, да, бульон. Вот сейчас так и начнется, и тоже там посылки, я вот говорю, надо, почему бурятские благотворительные организации создавать, ну, такого, как будто бурятский Красный Крест, там что-нибудь такое, да. Мы же посылки будем там с апельсинами слать, да нет, типа, со сникерсами, короче, понимаешь, вот этим бедолагам там, чтобы они хотя бы, ну, понимали, как диаспора там высоко поднялась, короче, это подарочки с Запада, так скажем. И вот что-то подобное нужно организовывать нам, конечно. Все в нашем национальном движении нужны, в том числе
такие люди, которые готовы, в том числе и с кровавыми режимами работать, условно говоря. Поэтому тут фи-фи-фи мы не говорим в нашем движении, короче, то есть, поэтому, ну, есть четкая позиция на независимость и суверенитет Бурятии, это естественно. Причем мы должны выбороть, так скажем, вымороть вот эти все нарративы русского мира. И не надо там заменять один мир на, например, там монголы, там, панмонголизм, да, там, нет, это все. Понимаешь, самое верное — это иметь свою национальную идею бурятскую. И не надо никакого мира. И это 3 простых фразы. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Так мы победим, так мы вытравим русский мир, так мы русский мир уничтожим, получим суверенитет, независимость. Да будет так. Всем пока и до новых встреч. Хотел сказать еще, все-таки эту тему я не хочу оставлять, я специально еще. По новой, сейчас я на тебя переверну камеру. Сергей, очень важные слова, я забыл, извиняюсь, зрители, сейчас Сергей важные слова произнесет на нашем канале. Сергей, сейчас, подожди, я тебя увеличу. Да сильно не надо. Да. Вот так немножко отодвинь микрофон в сторону, потому что... Не, вот полностью вот так, да. Сергей, сейчас, подожди, камеру мы поставим. Не, надо вот так повернуть, чтобы ты нормально освещенный был. Сергей, говори. Значит, хочу сказать, пользуясь, так сказать, бурятским радио, что точно так же, как Зуртан развивает тему о суверенитете Бурятии, я хочу точно так же начать программу в этом по поводу возвращения Кубани в Украину и возвращения имени казачеству запорожского, а не кубанского, и донского, и даурского казачества, а обыкновенное запорожское казачество. И вот хочу всех призвать, и в том числе и членов независимой Бурятии, чтобы они везде разносили эту мысль, и чтобы люди подключались, выходили на меня, и чтобы мы эту тему начали разрабатывать, прорабатывать и проводить в жизнь. Надеюсь, что Зуртан нам тоже поможет в этом, и мы сделаем нормально Украину и нормально Бурятию. Ну, в общем, вы поняли, Сергею мне придется делать YouTube-канал, делать почту, заводить телеграм-канал. В общем, короче, вся техническая работа будет на мне. Но с Сергеем мы слупим нормальную сумму денег на его независимую Кубань. Но, значит, я думаю, что с тобой будет не согласен Ибрагим Яганов. Ну, можно отдельный эфир сделать. Я думаю, что мы договоримся, чтобы ты был хостом здесь на радио, будешь о свободной Кубани говорить там, и так далее. И вы будете... Не свободной, а входящий в состав Украины. Да, входящий в состав Украины. То есть проект Украины, УНР, не УНР, по-моему, директория, да, директория там на Версальском, значит, мирной конференции, они предлагали такие проекты. Там же не только, в принципе, Кубань, там же и часть Ростовской области украинская. Ну, в общем, твоя мысль, Сергей, понятна. В общем, хорошо, что ты наконец-то созрел, и для меня это очень большое, значит, так, как бы... Приятно очень, что ты объявил об этом именно на моем канале во время моей аудиции. Так что большое спасибо тебе за доверие. Ну и, в общем, каждый день с утра и вечером повторяйте. Бурятия для бурят, бурятам бурятская власть, Бурятия от Енисея до Амура. Так мы победим. Конечно. Всем пока и до новых встреч. Все, выключил.